Прямая ответственность от слов к делу. В Магасе прошло заседание под руководством ВРИО главы Ингушетии. Инструкция для паломников. Главная миссия для каждого мусульманина. Что нужно знать перед отправкой в хадж? Рокировка, двойной удар и битва разумов. Только стратегия и тактика. Сегодня Международный день шахмат. Здравствуйте, в эфире новости, в студии Зелимхан Калоев. Правительство Ингушетии и главы муниципалитетов будут нести личную ответственность за реализацию нацпроектов. Об этом заявил в РИО главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов в ходе заседания в Магасе. В республике реализуется 51 из 67 федеральных проектов, предусмотренных в составе 12 нацпроектов. Общая сумма федеральных субсидий республики с учетом планируемых к подписанию соглашений составляет 5 миллиардов 525 миллионов 679 тысяч рублей. Все подробности в нашем сюжете. В этом году в рамках реализации указа президента России запланировано строительство более 80 социальных объектов в рамках национальных проектов. О ходе реализации масштабных и амбициозных проектов на совещании доложил руководитель проектного офиса Бекхан Мальсагов. По данным на 18 июля заключен 51 контракт с местными подрядчиками на реализацию мероприятий в рамках конкретных нацпроектов. Все запланированные соглашения подписаны, кроме создания комплексной отрасли ТКО, обращения твердых коммунальных отходов. Но могу пояснить, что это соглашение, республика не может инициировать это соглашение, так как это работа федерального министерства. Они нам размещают это соглашение в электронном бюджете, мы его согласуем, отправляем и подписываем. Дальнейшее подписание происходит. На 19 июля заключено 51 контракт. Вчера буквально подписано очень ряд контрактов, поэтому вот в вашем докладе этого нету. Я сегодня вот перед выходом с правительства подкорректировал, мы узнали общее количество подписанных контрактов. Оно вчера подписано только 18 числа. На общую сумму 4 миллиарда 133 миллиона, что составляет 75% от общего объема средств. Общий процент контрактации от общего количества необходимых к заключению составляет более 67%. Все запланированные соглашения с муниципалитетами у нас заключены. Вместе с тем, в Республике Ингушетия в рамках реализации указа запланировано строительство более 80 объектов, учитывая обустройство общественной территории, социального назначения по ряду национальных проектов. По национальному проекту «Демография» у нас запланировано строительство 9 объектов дошкольного образования по 220 мест. Общее количество 1980 мест в следующих населенных пунктах. Это города Сунжа, Назрань, Карбулак, Назрань, Альтиево, сельские поселения Плиево, Галашки, Яндри, Алиюрт и Инарки со сроком ввода до конца 2020 года. Вместе с тем, в рамках реализации соглашения республика обязалась создать дополнительно 1540 мест в дошкольных организациях путем завершения в 2019 году 7 объектов дошкольного образования по 220 мест, в том числе детский сад Нестеровской, он уже введен в эксплуатацию. Это можно увидеть на слайдовом материале. Детский сад Сурхахи готов к вводу, имеет высокую степень готовности. Карбулак, Нижние Ачулуки, Барсуки. Зязиков юрт, Гамурзиева. Будет начато строительство в этом году 4 объектов общего образования по 720 мест в городе Назрань, Карбулак, сельском поселении Плиево, сельском поселении Средние Ачулуки и школа на 250 мест в сельском поселении Яндри с вводом в эксплуатацию до конца 2020 года. В соответствии с подписанным соглашением до конца 2020 года. В настоящее время заключены контракты с подрядными организациями по 3 объектам: Назрань, Средние Ачулуки, город Карбулак. В РИО главы Ингушетии Махмуд Али Калиматов призвал правительство Ингушетии и глав муниципалитетов более ответственно подойти к реализации национальных проектов, тщательно планировать и оперативно выстраивать работу, поскольку от этого зависит повышение качества жизни населения, а также в целом выход республики на уровень среднестатистических регионов России. Каждый из нас должен чувствовать ответственность за реализацию нацпроектов на порученном участке и от спонтанных действий перейти к плановой, осмысленной работе, отметил Махмуд Али Калиматов. По всем объектам, которые перечисляет Ихан Баширович, вы мне берете и по срокам говорите, и внизу расписываетесь. Хорошо. Кто контролирует и такие-то сроки. По каждым объектам конкретно, вот, если Министерство строительства, Стройнадзор, кто там осуществляет качество,
кто по срокам. До конца года планируется благоустройство 47 общественных территорий. В частности, несколько прудов в республике будут восстановлены. По региональному проекту формирования комфортной городской среды до конца года будет завершено благоустройство 47 общественных территорий. Здесь у нас Минстроем заключены все соглашения. Ответственными по реализации вот этого проекта является администрация муниципалитета. Вот что там такое с этим прудом? Название. Возьмите на контроль, посмотрите. И вот как раз и министр. Это ваш подвед, да? Да, это наш объект. Ну вот ваш подведомство, посмотрите. Потому что я понимаю, проект включен, соглашение есть, федеральный нацпроект есть, экология, все понятно. Вот. И что там надо делать? В действительности вот эти водоемы, они нужны, тем более для горожан, тем более в городской черте. Он вообще должен быть для людей, для детей. Кардинальные изменения должны коснуться и системы здравоохранения. В рамках нацпроекта здравоохранения начато строительство 2 ФАПов в сельских поселениях Джейрах и Армхи. Финансовое обеспечение мероприятий планируется в 3-м квартале 2019 года. Первый проект – региональный проект развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи. В ходе реализации регионального проекта будет обеспечена оптимальная доступность первичной медико-санитарной помощи путем создания 5 новых ФАПов и приобретения 18 мобильных медицинских комплексов, а также своевременность экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации в 2021 году посредством строительства вертолетных площадок. На основе разработанных критериев новой модели медицинской организации, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в 5 амбулаторно-поликлинических медицинских организациях будут внедрены бережливые пациент-ориентированные технологии. В 2 поликлиниках, взрослой и детской республиканской, эти технологии уже внедрены. В 2019 году на строительство 2 ФАПов в сельских поселениях Армхи и Джейрах выделен межбюджетный трансфер из федерального бюджета в размере 10 миллионов 908,3 тысяч рублей. Проектно-сметная документация для строительства ФАПов разработана, проведена государственная экспертиза, заявка подана в Минфин на проведение аукционных мероприятий. Следующий проект. Целью регионального проекта борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями являются снижение смертности от инфаркта миокарда. Показатель должен составить 3 на 100 тысяч населения. В течение месяца мы все отработали, сдали все на аукцион. Последняя точка 1 августа. Все аукционные контракты будут заключены. И мы ждем активно ждем поставку оборудования, все это внедрение. И до конца года мы надеемся, что мы справимся с этим. Возвращались тех задания, возвращались заявки. То есть вот на момент моего вступления в должность ни одна заявка не была отработана до конца. Вот проблема такая. В течение месяца что смогли, все сделали. По всем нас проектам. Было не постарайтесь, да. А сделайте. Сделаем. Сделайте. Да. Потому что спрошу. Строго спрошу. Людям не интересно, что мы здесь обсуждаем, какие планы строим на будущее. Мы должны помочь нашим гражданам сегодня, прямо сейчас. Да, есть стратегические задачи и инновационные решения, но каждый житель республики должен лично на себе ощутить позитивные изменения в медицине, отметил Махмуд Али Калиматов. Вы скажите перспектива, вот где плохо еще, какие проблемы есть, где не учли. Вот что людям-то от этого, что мы тут обсуждаем, проекты, вот что лучше будет для простого человека, который приходит укол сделать, там, не знаю, там, на прием пришел, температура, или мать привел, отца привел, маму привел. Почему это больная тема? Даже вот мне лично говорят, там вот так вот, там вот так вот. Скажите, вот улучшение здания будут, оборудование будет. Как с медикаментами? Вертолеты, будущее построим. У нас в действительности есть и программа, и до 2024 года все дал Англия. Сделаем. Вопрос вот. Сегодня не хватает сколько процентов, каких категорий, особо таких, да? Ну, инсулин, если его нет, то это беда, да? Но если там от головной боли нет там того или иного, вот какие лекарства нуждаешь, которые незамедлительно, ну как вы их в медицине называете? Да, понятно. Быстрого реагирования. Да. Это же жизнь людей-то. Мы предусматриваем. Если у нас кирпича нет, я еще пойму, там, ну, еще чего-то нет. А
лекарства? Лекарства мы предусматриваем, но тот объем средств, который мы предусматриваем, как, по данным Минздрава, не хватает. Вот, естественно, вот проблема в этом. И то, что есть, мы не можем финансировать из-за дефицита бюджета уже несколько лет. Мы минимальный объем средств предусматриваем в бюджете. 13-14 миллионов в год на лекарства. Вы хотите сказать, что у нас из года в год занижена или невозможность финансировать именно лекарства? Да, именно по этому сегменту. Это почему? Именно лекарства. Почему? Может, нам другие статьи пересматривать? Может быть, машины не покупать? Может быть, еще что-нибудь не делать? Нет, я категорически вам говорю. Категорически. И примите это за указание. Значит, формирование бюджета уже вчера, наверное, началось. Вы начали там работать? Запрашиваем. Да, вот, запрашиваете, все хотите. Но в части медицины ваши объяснения, ваши бумаги, ваши любые причины для людей больных, значит, что зависит от региональных, делаете. Если нужно выходить на федеральный уровень, именно по медицине, это дети, старики. В действительности мы делаем и будем делать, никуда не денемся. Это указ президента национальный. Но конкретно сегодня человек живет, завтра он живет. А у нас получается там меньше там 1%, 10, 7-5%, наверное, всего-то. Поэтому и говорят люди, приходишь, бинт купи, вату купи, таблетку купи. В рамках нацпроекта образования в республике планируется начать строительство 4 школ по 720 мест в каждой. В городах Назрань, Карабулак, в сельских поселениях Плиево, Средние Очелуки, а также школа на 250 мест в Яндаре с вводом в эксплуатацию до конца 2020 года. Это современная школа, успех каждого ребенка, поддержка семей, имеющих детей, цифровая образовательная среда, учитель будущего, молодые профессионалы, новые возможности для каждого и социальная активность. Приоритетными задачами мероприятия национального проекта образования являются недопущение трехсменного режима обучения в школах, обновление материально-технической базы для формирования обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Руководитель региона сделал главный акцент на подготовку кадров и обучение специалистов технической направленности по тем профессиям, которые востребованы в республике. В Самаре юрфак, половина наших, то есть их выгоняют. Ректора мне ставят в известие, что вот твои земляки. В академии экономической то же самое. Политехнический, насчет информатики, он назывался Институт связи, сейчас он Поволжский институт информатики. Информационных коммуникаций даже. Ни одного студента. В политехническом, там 13 тысяч, по-моему, самый современный технический университет. Ни одного. Авиационный, ракеты делают, ни одного студента. То есть вы гуманитарии плодите, вот, юристов, экономистов, ну еще мединститут есть, тоже половина, которые вот приезжают, вот мне стыдно даже, там и девушки наши, мне стыдно, что они не учатся. И я уже говорил об этом. Отныне я хотел бы, чтобы вы это знали. Каждого одаренного мальчика, девочку, неважно, где он живет, в Галашках, там, не знаю, в Седахе он живет, я не знаю, где он живет. Ищите их именно точных наук. Именно точных наук. Подбирайте, даже помогайте им. А это провал образования. Технических нет специалистов. А ни одного фрезеровщика не найдешь. Мастера какого-нибудь. Так вот, Министерство образования, развернитесь, потребности республики, специалистов, спросите предприятия, организаций, запросы сделайте.
центры занятости, Минтруда, я не знаю, берите и говорите, кто нам нужен. Анализ целый год, пока они до ЕГЭ не дошли. Потом выезжайте с ними лично, говорите с людьми. Представители наши есть в регионах. И если потребность есть технических, инженерных профессий, ну их надо же сделать. Нам нужны химики, биологи, нам нужны информатику, кто? Айтишники. У нас должно быть, надо приглашать людей сюда, в вузы их устраивать, директорами их ставить, вот этих колледжей. А у нас каждый, кто не приходит, вон я посмотрел тут, взял резерв, 80% юристов. Понимаете? То есть это будет хорошее здание, хорошие условия. И что? Значит, концепцию подходу образовательного процесса в школе подойдите так, чтобы в этих помещениях красивых, которые у нас будут, чтобы они были великолепные. И чтобы у них условия были. Но чтобы ориентир, раз нам не хватает того или другого специалиста, или в целом отрасль целая специалистов, но вы работаете, у вас аналитический отдел есть, надеюсь, в министерстве? Есть. Ну вот они должны вам выклады делать. Каждый, может, месяц, может, каждый квартал. Если вообще будет хорошо, полгода хватит. В завершении заседания в Рио главы республики дал поручение Бекхану Мальсагову держать ход реализации нацпроектов на контроле совместно с правительством республики. Хати Добрию, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рахман Цуров, Новости 24. Прикоснуться к святыням ислама и исполнить свой долг мусульманина. Каждый год с начала месяца Зуль-Хиджа миллионы паломников собираются в Мекке и Медине. В их числе и хаджи из Ингушетии. Для них сегодня прошел итоговый семинар перед поездкой в Саудовскую Аравию. О том, как готовятся к священной миссии. Тамара Хашагулькова. Хадж не турпоездка, а испытание, к которому стоит серьезно подготовиться. Молодежь, пожилые люди, все, кто собирается в паломничество в этом году, пришли получить ответы и наставления. Перед тем, как отправиться в благословенный путь, будущих хаджи еще раз инструктируют. Совершить хадж хоть раз в жизни должен каждый мусульманин, у которого есть на это силы и средства. Причем деньги на поездку должны быть заработаны честным трудом. Лида Аушева – одна из тех, кому посчастливилось в этом году посетить святыни ислама. Мечта всей ее жизни вот-вот должна осуществиться. قشق أمشت حاشكي بيقم حاضر ديخر مش مولشلي إزمارك حمدات. Для Лиды и еще сотен паломников из нашей республики выступают и дают советы представители разных профилей. На встречу приглашены врачи, работники таможенной службы, Роспотребнадзора и, конечно, сотрудники комитета по хаджу. سبو إحرام دادي كانية ترد تأخذ أجر كير تردر تز أزوي مخ دار بود نخ وشر ويجدي دوغش خضرا جدي ومك دوغش خضرا ويلعدو وش خانها عمرتي كتمتع حجودو يديخ قدر أجر حال عمرتي نيتها صوتي حال عاقع شو عمرت ده حد يستات أخ حجود الدوش حجود بالغش كشغل دوش اشتدوي وشرد الدور ده حجو إحرام عديخ كره بيمخ شيء ليشا خص حجو حمتي غا شمار موس دايخ حيونا ايربورتي داليان دالي وين سي موتيك خوجي إحرام عديخ كموتيك خوجي تدوه موتيك خوجي قاستا موتيك خوجي. На встрече касаются самых важных нюансов, как правильно совершить паломничество в святые места и чего делать не стоит. Все, что может вызвать вопросы у наших земляков. Будущим паломникам первым делом также советуют держаться вместе во время совершения хаджа и при соблюдении всех этапов паломничества, строго следовать инструкции руководителя своей группы.
أرمج عشت ديخش بيحسيان نعت ديخش لا багаж عشت لاجر تيا شوش колгес шуан паспорт. А вот сотрудники Роспотребнадзора объясняют, с собой будущим хаджи обязательно нужно взять сертификат о прохождении вакцинации. Риск подхватить инфекцию во время поездки в Саудовскую Аравию, куда стекаются миллионы людей из разных стран, слишком велик. Поэтому подумать о собственной безопасности и здоровье должны сами паломники. Нужно быть также внимательными к еде. Не стоит покупать незнакомого и сомнительного вида продукты. Продукты питания должны быть покупаться в определенном месте, и они должны быть в определенном месте. Я езжахам, ряхам я еще лежат, цар шей специи шей хамаш тиха, вей угазар абаханаха, зяхама целошхул, поэтому уах дихар душун из йохкажу ляхам тиар. Паломники из таких семинаров пытаются извлечь максимум пользы, чтобы по приезду не столкнуться с неожиданными сложностями. В Саудовской Аравии все по-другому, свои законы и свой менталитет. Для тех, кто впервые совершает паломничество, важно знать его основные шаги лучше остальных. Каждая группа состоит из 35 паломников, и на каждую группу отдельный руководитель, который их сопровождает отсюда и до конца, до их возвращения опять в свою республику. Поэтому до этого проводились различные семинары, уже отдельные семинары, но это уже такой большой итоговый семинар для всех паломников. Конечно, в этом году у нас есть уже новые правила, так как до сих пор у нас паломники собирались в Сунже на автовокзале, на бывшем автовокзале, а в этом году сразу паломники будут направляться уже на аэровокзал. دادريج دحوج ليل شناخا ير حلق بان اوز ليل شناخا برك الله در الله ديال رياض خلق سان يبخ بيزم بول يبخ شام بول يسيبخ يحتانخ دابخر يخ باخر دال ميرش دولت واشته تدول يوساچن واشته دالت سيبخ خزمت يخال ليلير. Такие семинары и собрания проводятся ежегодно с целью получения верующими знаний не только о вопросах завершения пятого столпа ислама, но и в вопросах, непосредственно связанных с бытовой и практической частью поездки. Самолет 31 июля в рейсе Ирин 5 часов утра и 8:10 сейрин 18:10. Так шалаш дина 6:50 и 18:50. Что рейс Айгиежи, шиши рейсы за 5 часов до вылета حجوي حد قاتش يعني حد قول بيج متى قاعد عقيكي يجيش телевидение отда вешать руководитель масляный белгул яка. Теперь, когда все подготовительные сложности позади, будущим хаджи остается только ждать дня отлета. По планам организаторов, первый рейс с паломниками должен отправиться уже 31 июля. Тамара Хашагульгова, Тамерлан Нужахов, Новости 24. В этом году правительство России выделит около 30 миллионов рублей на капитальный ремонт медицинских учреждений региона. На сегодняшний день в республике работает 7 объектов, которым требуется капитальный ремонт. Это Малгобекская и Джайрахская районные больницы, Республиканский центр фтизиопульмонологии, Центр по профилактике и борьбе со СПИДом, Медицинский мобилизационный центр и Центр медицины катастроф. Шах и мат. Сегодня во всем мире отмечают Международный день шахмат. По последним данным, у этого вида спорта более 600 миллионов поклонников. Древнейшая игра с фигурами включает в работу сразу оба полушария мозга. Интеллектуальные баталии в честь праздника развернулись и в Магасе. О шахматных вундеркиндах наш корреспондент. Продемонстрировать свое мастерство в этом интеллектуальном виде спорта здесь может каждый желающий. Турнир открытый и проходит под открытым небом. С целью поставить соперникам шах и мат сегодня собрались 3 десятка любителей шахмат. Здесь не только взрослые, но и дети, которые наравне со старшими демонстрируют неплохие результаты. Я пришла с целью, чтобы показать, что я умею играть, то есть доказать всем, что девочки тоже хорошо играют. Хочу попасть хотя бы в пятерку. Ну, тут же играют сильнейшие шахматисты Ингушетии, мне хочется в пятерку войти.
Имин Аушев начал играть в шахматы 4 года назад. Несмотря на юный возраст, он уже успел принять участие во многих республиканских турнирах и занять первое место на первенстве СКФО. А в будущем планирует стать одним из лучших шахматистов страны. Впрочем, это не единственный вид спорта, который привлекает Имина. Я хожу и на борьбу, и на плавание, и на лезгинку, и на футбол. Ближайшая цель сейчас сначала выиграть СКФО. Я уже до 15 лет играю. Вот первое надо занять, вот это ближайшая цель, а дальше уже как получится. В шахматы играют многие, но не все знают, что это слово означает. Шах и мат, властитель умер. Так с персидского переводится название игры, над которой ломают головы миллионы людей по всему миру, и которая по праву считается одной из самых популярных игр всех времен и народов. Также в Ингушетии с каждым годом она набирает все большую популярность среди подрастающего поколения. Сегодня я пришла посмотреть, как тут играют игру шахматы. Это моя любимая игра. Что ты планируешь в дальнейшем? Когда я вырасту, стану великий шахматист. Это моя мечта. Доказано, что шахматы развивают логику, мышление и учат быстрому принятию решений. Первый ход здесь практически всегда Е2, Е4. С этого классического дебюта и начинают практически все шахматисты. Осман Балаев – опытный шахматист. Правда, сегодня в качестве зрителя. Считает, что на таких турнирах главным образом дети набираются бесценного опыта, играя со сверстниками и старшими товарищами. Понимаете, это же умственный вид спорта, это же интеллектуальная игра. Здесь надо думать, да, рассчитывать свои варианты. Здесь, как и в жизни, в шахматах присутствует многовариантивность, много вариантов. Можно выбрать этот, и ты должен выбрать самый лучший, да. И еще тут, что важно, мы же еще на время играем, да, и поэтому нам приходится эти ходы делать во времени. В шахматы играют больше 600 миллионов человек в мире. В республике развитию этого вида спорта уделяют большое внимание. И, возможно, кто-то из присутствующих однажды ощутит на себе, как приятно, тяжесть олимпийской шахматной короны. Подобные турниры проводятся уже много лет. Он стал традиционным, как и по всей России. Проводится турнир на хорошем организационном уровне. Как вы видите, здесь столько и пожилых, и среднего возраста, и молодых. Проводятся ежегодно. По данным ФИДЕ, сегодня шахматы как вид спорта призван в 107 странах мира. В России почти в каждом городе есть шахматный клуб, в котором собираются почитатели этого вида спорта. А в Ингушетии занятия шахматами давно ввели в школьную программу. Адам Гулоев, Идрис Ижиев, Тамерлан Ужахов, Новости 24. А вот с одним из участников турнира накануне встретилась моя коллега. В свои 12 Имин Аушев настоящий шахматный тяжеловес. В его копилке больше сотни наград, как регионального, так и мирового уровней. Родственники говорят, он будущий Эрнесто Инаркиев. Вопрос, это умные люди решают играть в шахматы или шахматы делают людей умнее? Зина Могушкова узнала. Международный день шахмат 12-летний Имин Аушев проводит самым правильным образом – за разбором очередной шахматной партии. Владикавказ, Сочи, Баку – география турниров, в которых участвовал мальчик, выходит далеко за границы республики, а их количество уже достигает отметки 100. А всего 4 года назад Имин с трудом бы смог отличить ферзя от ладьи. Его знакомство с шахматами было неожиданным и спонтанным. Я сначала увидел шахматы, просто видел, как играют, я не знал даже, что это за игра. Потом отец говорит, это шахматы, там немного меня научил, так сказать, через интернет, он сам тоже плохо играет. Потом однажды я был у братьев, и к ним пришел тренер по шахматам. Потом отец говорит, ну, пойди, вдруг понравится, будешь заниматься с ними. Я пошел, после первой тренировки мне очень понравилось, и я сказал, я тоже буду ходить, и вот так я начал ходить. Лето для Имина выдалось насыщенным. Он участвовал сразу в 2 турнирах: во всероссийских соревнованиях «Белая ладья» и в этапе детского Кубка России. В последнем среди 20 участников Имин занял 4-е место. Своими результатами мальчик недоволен. От заветного призового места его отделяла всего 1 партия. Я должен был в призы попасть, так как я с третьим, у нас было одинаково очков, и дополнительные показатели там есть специально. Вот у меня были выше, но из-за того, что я ему проиграл, из-за этого там 4-й получилось. Зато победами Имина гордится его младший брат Амир. Он старается не пропускать турниры брата, а к его медалям и кубкам относится с особым трепетом. Амир планирует пойти по стопам Имина и уже сейчас берет у него несколько индивидуальных уроков. Когда еще давно ночью выиграл целых 16 фигур. 12 съел, а он всего лишь 7.
Успехом Эмина радуются и его родные. Делать из сына шахматиста они не планировали, зато древняя игра хорошо повлияла на характер мальчика. Он стал более терпеливым. Шахматы – это панацея для интеллектуального развития. Хотелось бы, чтобы этому в жизни пригодилось, кем бы он ни был. То есть он может выбрать любую профессию, но это все-таки даст свои результаты. Почему? Потому что они развивают и мышление, и интеллект, и все-таки продумывать свои решения и в жизни, и вообще в других начинаниях. Ну, естественно, и самообучение. То есть если ты проигрываешь, у тебя, наоборот, появляется такое желание больше читать, больше работать над собой. То есть это, вот, понимаете, какие-то вот положительные моменты вот именно в этих шахматах. У меня с детства вообще терпения не было, вообще не мог ждать, всегда торопился. Даже если пешком с кем-то идем, всегда бегаю, я не могу. Но когда начал в шахматы играть, я тоже очень быстро, там 1,5 часа на партию, я за 15 минут выходил, меня ругали, и вы говорите, думай. Потом со временем, уже через года 2, вот так вот, я начал уже думать, и со временем пришла усидчивость. Сейчас Эмин на заслуженном отдыхе, но даже во время него он не выпускает шахматы и фигуры из рук. Чтобы добиться успеха, заниматься шахматами нужно как минимум 3 часа в день. Чемпионом мира надо стать, чтобы расслабиться, так нельзя расслабляться. Но ближайшая цель – это стать хотя бы мастером вот так. Популярность шахмат в Ингушетии увеличивается с каждым днем. В этом году в мае был завершен проект «Шахматы в школе». Увеличилось количество тренеров и преподавателей. Также изменилось число проводимых турниров. За время действия проекта с 2016 по 2019 годы на территории республики было проведено 25 турниров по шахматам. А количество детей, принявших участие в шахматных соревнованиях, повысилось с 7 до 25 тысяч. Но всегда есть к чему стремиться. В Назране, город Мии, Назран, Малгабеки, Назранский районе, клуб Хамиасви. Клуб Хамилари, хазвей результаты, дукуч уахудер, звейн годори, помещение, хайны, яхила, что эхки, мукболчан, диша истибелчан, сейрен, что вирш хауходолыш, анимация долыш, что. Станет ли Эмин чемпионом, покажет время. Но то, что мальчик на правильном пути, можно сказать уже сейчас. Зина Магушкова, Хамзат Хаухаев, Новости 24. У меня на этом все. Оставайтесь на канале Ингушетия и до встречи в эфире.